Садыр Джапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс Ата-Бейит. Садыр Джапаров принял участие в поминальных мероприятиях в мемориальном комплексе Ата-Бейит. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента. По ее данным, в мероприятии также участвовали Төраға Жогорку Кеңеша Талант Мамытов, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, руководитель аппарата президента Суюнбек Касмамбетов и начальник Генштаба Таалайбек Омиралиев. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, памятнику мемориалу жертвам политических репрессий, могиле писателя Чингиза Айтматова и мемориалу героев Апрельской народной революции 2010 года, прочли поминальную молитву. Исполняющий обязанности президента напомнил, что жертвами политических репрессий в 1920-1950-х годов в Кыргызстане стали около 40 тысяч человек, места захоронения которых до сих пор неизвестны. Садыр Джапаров отметил героизм Быбыры Кадыралиевой, сотрудника органов национальной безопасности Болота Абдрахманова и археолога Михаила Москалева, благодаря которым общественности стало известно о тайном массовом захоронении 138 репрессированных около села Чонгташ. Как отметил Садыр Джапаров, эти люди заслуживают высших государственных наград, в том числе и Москалев посмертно. Теперь на месте захоронения расположен комплекс Ата-Бейит. Он добавил, что в современной истории Кыргызстана в результате народных волнений 3 раза сменялась власть. Причинами событий 5 октября 2020 года Садыр Джапаров назвал нетерпимость людей к коррупции. Исполняющий обязанности президента отметил, что теперь объявлена непримиримая борьба с ней, которая будет вестись с опорой на общественность. Будет изживаться сложившая избирательная психология по подкупу электората. Садыр Джапаров отметил необходимость опоры на собственные силы в деле по улучшению благосостояния народа и экономики страны.